Знаете, музыка это, как бы вам сказать, вот человек вот живет, у него какая-то жизнь протекает. Вот, например, он является или каменщиком, или там водителем, или летчиком, но каждый какую-то выбирает профессию для существования. Музыка это то же самое, это профессия, но это, конечно, не каждому дано, тут надо, тут особые, это музыка, это не каждому дано. Гитара в то время, еще когда я был молодым, гитара это была большая роскошь, очень большая. У меня дядя прекрасно играл на гитаре. Мы в то время жили в Казахстане, город Алма-Ата. И мне дядя подарил гитару. В то время они были семиструнные, это сейчас шестиструнные. Вот для меня это был большой праздник и большой подарок. Вот можно сказать, где-то лет с 12, с 10 я впервые взял гитару. И вот по сих пор она у меня как бы сопутствует моей жизни. Сейчас, правда, сейчас уже шестиструнная, но это где-то 62-го года перешли на шестиструнную гитару. А раньше была русская народная гитара, то есть русская народная, да, семиструнная. Ну, там, правда, такого технического невозможно сыграть, как, ну, там цыганские вещи можно на семиструнке хорошо сыграть. Ну, цыганские, русские такие народные, а в принципе все такие виртуозные, хорошие, классические, это на шестиструнные. Под впечатлением 1957 год, это впервые в Советском Союзе, я не молодой, в Советском Союзе проходил фестиваль, международный фестиваль в 1957 году, город Москва. И вот в то время и завезли все эти песни, вот эти испанские, латиноамериканскую музыку, и с тех пор, и они и до сих пор живут. Вот. В то время, 1957 год, я так смутно помню, я еще ребенком маленький был. Вот, ну, в основном я практиковался на латиноамериканской музыке. Но в данное время сейчас приходится и наши национальные играть, потому что я в оркестре, это необходимо, тоже надо знать. Но в основном я на латиноамериканскую музыку. Сейчас, в последнее время, ну, это раньше я мог бы, как бы, сказать себе виртуозно, но сейчас уже годы, сейчас очень технически развитая музыка, техника развита, техника игры я имею в виду. У меня вот есть ученик Хасимиков, мы слыхали, прекрасный гитарист, владеет, у него техника, бешеная техника. Это. Ну, в принципе, у меня, может быть, есть какой-то опыт к музыке. Это да, я не отрицаю. Ну, так, чтобы какая-то была виртуозная техника, ну, это могут судить только зрители. Я сам себе не могу такую оценку дать. Ну, вот так бы я сказал. Музыку сочинять – это композиторское дело. У нас сейчас сочинил какую-то песню композитор или... Говорят так, композитор надо учиться, это трудоемкая работа, очень большая работа. Ну, можно сказать, песенник.
Если там сочиняет какие-то песни, это песенник, ну не композитор. Композитор у нас там раз-два обчелся, если так по-нормальному, в смысле, по музыкальному выражению. Ну, есть у меня, правда, штук 11 вещей, так, своих аранжированные и придуманные, ну, такие. Они как бы вам сказать, не приходят. Вот задумал какую-нибудь песню, вот и начал работать. Они как бы стихийно сами собой приходят. Музыка, понимаете, вот само собой. Вот какой-то сюжет раз вспомнил, потом хоняешь, ну, через какое-то время опять другой, и соединяешь их, и так получается какая-то музыка. Вот. Рамзаном мы дружим давно, можно сказать, я его знаю лет 20. К сожалению, мы раньше не знали. Рамзан он является сейчас прекрасным музыкантом, один из ведущих музыкантов у нас в Госфилармонии. Мы вместе с ним работаем в оркестре, у нас хороший оркестр, собранные лучшие музыканты нашей республики. Очень на данное время. Но раньше Рамзан, он работал, у него была своя группа. Они ездили по Северному Кавказу, давали концерты, и, кстати, очень успешно. Цели, как бы вам сказать, цели, идеи, они всегда должны присутствовать у человека, поскольку он живет, сколько ему Всевышним отпущено, обязательно какие-то цели, например, «Эс-идич ихиду та холты, шеши та де лори никтой хуман». Вот, ну, цели, развивать нашу музыку, ну, в основном в оркестре сейчас мы это делаем. Сейчас мы еще так на большую сцену, на большой сцене мы играем, но мы еще не популярны, но мы будем скоро. Это мы покажем нашему народу, скоро у нас будет концерт, и тогда народ убедится. Оркестр у нас очень хороший, прекрасный. Ну, если я могу с уверенностью сказать, что подобного оркестра у нас на Северном Кавказе нету. Нету, я могу с уверенностью. Правда, Рамзан? Были удивительные герои, забытые герои сознательно забытые. Очень большой шанс. Я убежден, что в фильме, хорошему фильму из Чечни, я убежден, будут очень рады на крупных кинофестивалях, если это...